Ну что ж, мы надеемся, что так и будет. Возвращаемся в Якутск. У нас Михаил Николаев, государственный советник Республики Саха-Якутия, первый президент Республики Саха-Якутия. Прежде примите поздравления. Вчера был значимый день. Студия Москва, да, простите. Вчера был значимый день, 30 лет, да, Республики Саха. Мы вас поздравляем. Александр Сергеевич, мы вас тоже поздравляем. Ну что, мы на связи. Коллеги из Москвы, вы нас слышите? Добрый день. У кого-то добрый день, а у кого-то У нас добрый вечер. Да. Уважаемый Александр Сергеевич, дамы и господа, я искренне благодарен за приглашение участвовать в этом мероприятии. Якутия предложила 2 года тому назад эту великолепную площадку, Северный форум устойчивого развития Арктики. Я думаю, Якутия заслуживает занимать ведущее место решения проблемы Арктики. Сегодня Россия принимает организационные меры управления Арктикой. Это немаловажный фактор. Сегодня Арктика занимается Министерство по делам развития Дальнего Востока и Арктики. Создана специальная государственная комиссия. Вот. Я хотел бы, используя нашу новую Конституцию Российской Федерации, где допускается размещение федеральных министерств, ведомств, кроме Москвы, в других регионах, и подумать, нельзя ли приблизить управление этим огромным мегарайоном, мегатерриторией, приблизить его руководство в одной из частей субъектов Российской Федерации. Я думаю, самая хорошая площадка для этого является, конечно, безусловно, Республика Саха, которая сочетает и проблемы Дальнего Востока, и проблемы Арктики, о котором сегодня Александр Сергеевич подробно рассказал, ознакомил. Жители Арктики исторически несут нагрузку понимания своего места. Прежде всего, они всегда чувствовали, это территория провинциальная, глубоко отдаленная от центра. И во многих моментах проблемы всегда замедленно решались центром. Посудите сами, проблема строительства железной дороги до города Якутска еще стоял при царской России в 1905 году. И сделан был проект. А мы эту дорогу при советской власти, потом при новой России, в 2000 году только закончили, построили. Принять это исторический момент, опыт, подход как-то учитывалось с таким расчетом, что управление все же было приближено к местам решения именно глобальных, очень трудных вопросов. На мой взгляд, в Арктике сегодня остается 4 серьезных проблем. Это развитие энергетики, очень дорогая энергетика, в крайнем севере, изолированная, локальная, автономная. Второе – это вопросы транспорта, о котором подробно на примере Якутии рассказал Александр Сергеевич. Внедрение инноваций и подготовка кадров современных,
инженерного направленности. Прежде всего, инновации – это реализующие инженерными кадрами. Будь это высокая IT-технология, будь другие проблемы внедрения новых технологий в целом, оборудования, материалов и так далее, и тому прочее. Вот из этих вопросов организатор площадки выбрали именно один из трудных вопросов – это развитие транспорта. Вообще за последнее время складывается такой подход. Регионы, решая проблемы, в основном строительство отдельных объектов, постоянно обращается в центр. И у нас получается объектный подход решения целостных проблем. То строительство какого-то завода, какого-то медицинского центра и так далее. Поэтому все же арктическим территориям надо дать больше прав на развитие. Многие вопросы решали на месте, и законодательно все это закрепить или договорными отношениями, или федеральными законами. Иначе развитие не пойдет, развитие будет затормаживаться постоянно, которое мы наблюдаем и в настоящее время, и прошлые годы. Следующее. В вопросах транспорта, конечно, безусловно, районные центры должны постоянно круглогодичную авиационную связь должны установить. Иного не дано. У нас Россия очень большая, свои специфики, каждая территория. Если европейская Арктика более-менее инфраструктурно развита, и железная дорога, и автомобильная дорога, и авиационное сообщение более-менее, и главное густонаселенная, развита все же промышленность. Азиатская часть Арктики России, она очень отсталая. Очень отсталая. Очень тяжелых условиях живут. И нас в пенсионном обеспечении даже сравнивают сегодня то, что мы имели в советской власти льготы досрочно на 5 лет раньше выхода на пенсию, и то сняли. Сегодня практически сообщения мы оторвались. Если раньше чувствовали провинциалами, люди не могли общаться с республиканским центром своего государства. А сегодня практически не имеют права. Очень дорогая тарифная система и так далее и тому прочее. Дополнительные трудности появляются. Мы без развития малой авиации российская Арктика не может оперативно решать все проблемы. Это интернет и так далее, телемедицина, внедрение, виртуальное обучение и так далее. Это хорошо. Но живое общение, конечно, никто не заменит, даже при цифровой экономике. Поэтому люди общались, люди ездили, знали, смотрели, что делается в других местах, учились, отдыхали, лечились. А для этого, конечно, надо развивать транспорт, еще раз транспорт. И я еще раз повторяю, без малой авиации российская Арктика ускоренными темпами не сможет. С районного центра муниципальное образование в Якутии сотнями, несколько сотен километров расположены. Там практически никаких сообщений нету. Второе, в транспорте я хотел бы сказать, мы должны соединить Северный морской путь с Транссибирской дорогой. Не через Владивосток, а надо построить с поселка Тикси до города Якутска. Вернее, с города Якутска, где пришла железная дорога, построить железную дорогу Тикси, поселок Тикси Булунского района, который практически наполовину сократит Северный морской путь и обеспечит оперативность
вывоза огромного количества грузов, которые сегодня будут выполнены Северским морским путем, кратчайшие сроки, транссибирские дороги, а через транссибирскую дорогу любой регион мира можно доставить. И последнее, что я хотел бы сказать, пользуясь сегодняшним выступлением. Россия в 2021 году по 2023 год будет председательствовать в Арктическом совете. Образование, возникновение Арктического совета, я не побоюсь сказать, поскольку я был участником, свидетелем, играл большую роль Северный форум. Это неправительственная международная организация. Именно Северный форум был инициирован, инициировал создание именно этой организации на уровне министров иностранных дел. Я хотел бы, пользуясь тем, что Россия будет председательствовать, наша республика внесла ряд предложений, которые на рассмотрение период председательства и решения. Дополнительно я еще раз внес ряд предложений. Первое. Арктический совет все же инициировал бы Организация Объединенных Наций проведение десятилетия Года Арктики. Именно за это время еще раз сконцентрировать внимание мирового сообщества в решении проблемы Арктики. Арктика была бы самым мирным регионом нашей планеты. И именно в Арктике развивались новые подходы, пробовались новые технологии, работала бы объединенная наука в решении проблем и так далее. Далее, на мой взгляд, жители Арктики имеют право претендовать, иметь Международный день жителей Арктики. И Арктический совет тоже инициировал бы через Организацию Объединенных Наций установление международного праздника жителей Арктики. А самому Арктическому совету я внес бы предложение под эгидой Арктического совета организовать постоянно действующий международный форум юных талантов среди студентов и молодых ученых, проведение ежегодного форума в виде конкурсов новых идей, новых технологий под девизом «Арктика не имеет границ в реализации талантов молодежи». Спасибо, друзья. Успеха нашей встрече.